На берегу реки Ижмы в центре одноименного села стоит камень. Табличка, которая прикреплена к нему, гласит: «В память о героизме и отваге ижемских солдат-оленеводов, участников боев на Карельском фронте с 1942 по 1944 годы». А рядом плиты с именами тех, кто сложил свою голову при обороне советского Заполярья. – 1940 год. Немцами уже утвержден план «Барбаросса», согласно которому одной из задач был захват Кольского полуострова, а значит, взятие города Мурманск, что ставило под угрозу существование всего советского Северного флота. Кроме того, в распоряжение германской промышленности могли попасть все природные богатства Кольской земли, особенно месторождения никеля. Немцы бросают на мурманское направление свои лучшие, элитные силы – корпус генерала Дитля, имеющего богатейший опыт ведения боевых действий в горах и на пересеченной местности. Противостояла вражеской армии советская, 14-я. Бои велись в тяжелейших климатических условиях – полярная ночь, крепкие морозы с метелями, а также полнейшее бездорожье. Главнокомандующий Карельского фронта Мерецков Кирилл Афанасьевич в своих воспоминаниях писал: «Боевые операции в Заполярье являлись в истории Великой Отечественной уникальными, ибо нигде более нам не доводилось обороняться и наступать в такой природной зоне. Уникальным был и транспорт, который использовал советский солдат. Этим уникальным транспортом, о котором говорил советский военачальник, являлся наш северный олень». Роль животных в армии вообще чрезвычайно была велика еще сравнительно недавно. Огромные массы конницы, ветеринарные отделы армейские, все это существовало. А применение лошадей на севере в условиях войны на Карельском фронте оказалось нецелесообразным. Лошадь, как живое средство, плохо приспособлена к суровым условиям зимы. И это доказал опыт еще советско-финской войны, когда 4 карельские дивизии, посланные на войну с финнами, просто-напросто лишились всех своих животных. Кстати, именно в этой войне, наверное, и стали применять оленей, правда, не с нашей стороны, а со стороны финнов. Они их использовали как живой транспорт. Что касается нашей стороны уже во время Великой Отечественной войны, то, наверное, с наступлением зимних холодов в 1941 году Карельский фронт сам уже начал применять этих оленей для перевозки боеприпасов, вывозки раненых. В ноябре 1941 года для 14-й армии Карельского фронта были сформированы первые 3 транспорта, состоявшие из оленьих упряжек Лавозерского района. Олени подразделения подчинялись командирам соединений и частей, которым они передавались на время той или иной операции. Роль первых оленетранспортных батальонов оказалась чрезвычайно высока. Их оценило командование Карельского фронта и подало прошение в Госкомитет обороны в Москву о том, что необходимо специально создавать путем мобилизации такие оленетранспортные батальоны. Обращение рассмотрели, и было решено призвать каюров вместе с оленями из Коми АССР и Архангельской области. В секретном постановлении Государственного комитета обороны под подписью Сталина от 20 ноября 1941 года было указано: призвать из Ненецкого автономного округа и Коми АССР 10 тысяч голов оленей, 2000 нарт с упряжками, каюров 1400. Из них Коми должна была предоставить 4000 оленей, 800 каюров и столько же нарт с упряжью. Все призванные оленеводы с ездовыми упряжками должны были составить 12 оленелыжных батальонов. Ижемцы, занимавшиеся оленеводством уже с середины 17 века, не могли остаться в стороне. Ловкие, выносливые, с детства приученные к труду, они стали достойными противниками фашистским егерям. В декабре 1941 года было сформировано 3 команды, куда вошло более 300 человек из Ижемского района и отобрано 1200 оленей. Началась мобилизация. В Коми она проходила в Ижемском, Усть-Усинском, Усть-Цилимском, Кожвинском и Ухтинском районах. Органы власти и военные комиссариаты должны были в короткий срок подготовить оленей, нарты и каюров для отправки на фронт. На все сборы и путь отводилось всего 5 недель.
В приказе указывалось направить призываемых в распоряжение Архангельского облвоенкомата со сроком прибытия не позднее 1 января 1942 года. Каюров направить в исправной собственной одежде и обуви, обеспечить продовольствием и фуражом до пункта назначения. Некоторые из ижемцев вспоминали, что до мобилизации проходили краткосрочное обучение в Сизявске. Каюров обучали стрельбе, оказанию первой помощи. Среди первых оленотрядов, которые ушли из Усть-Усинского района, был отряд Андрея Николаевича Смирных. Андрей Николаевич Смирных родом из Тобольской губернии, 1901 года рождения. Он ветеринар. Попал он на территорию Усть-Усинского района, будучи арестованным в 1937 году. В 1939 году его назначают руководителем Усть-Усинского оленесовхоза. И когда создается первый оленей батальон, практически за неделю были отобраны люди, и сохранился дневник этого человека, где он описывает каждый свой день. Если первые батальоны, которые шли с оленями, они не испытывали голода, потому что ягеля было в достатке, то дальнейшие оленные батальоны, они, конечно, испытывали серьезные трудности, потому что корма не хватало. Приходило отходить от принятого маршрута, и 4-й оленный батальон даже заблудился. Во время продвижения к Архангельску многие олени ослабели, и, понимая, что олени не дойдут, а количество было четко оговорено, значит, люди будут сурово наказаны, а, возможно, даже и расстреляны. Каюры укладывали ослабевших оленей и вот вместе тащили эти нарты для того, чтобы сохранить животных. 33 стоянки было совершено от Усть-Усы до Архангельска. 1509 километров было пройдено. Когда завершает свой дневник Смирных, он говорит следующее: а я дополнительно прошел еще 615 километров, потому что во время стоянок он должен был отойти в сторону, посмотреть пастбище, осмотреть оленей, потому что он одновременно был и ветеринаром. Перегон оленей на запад был чрезвычайно болезненным, особенно для последних колонн, которые были мобилизованы в Ненецком округе и в Коме СССР. Именно последний, 4-й, там был большой падеж оленей, а поскольку был жесткий приказ довести до фронта именно столько-то оленей, то были случаи самоубийств, что они не выполнили распоряжение, не выполнили приказ, и, соответственно, с ними будет очень строго обращение, может быть, и не выдержав таких тягот пути. Люди предпочитали сами голодать, но искать ягель для оленей. А где его найдешь, когда перед тобой уже прошли? Дальнейшее формирование происходило вблизи Архангельска, после чего личный состав вместе с оленями доставляли по железной дороге в Мурманск. О падеже оленей в пути когда-то говорили и сами участники оленелыжных батальонов. К сожалению, сейчас живых свидетелей той истории уже нет, но они живы в воспоминаниях родственников, братьев и сестер, детей. Ануфриев Тимофей Егорович, уроженец деревни Гам Ижемского района, не особо любил рассказывать о тех событиях, во многом опасаясь того, что будет наказан за то, что произошло в пути. Они поехали на в грузовых вагонах телячьих. Там олени и они. У оленей было немного корму, сыну, наверное. Похудали олени сильно, падеж начался. И они забили часть оленей и повезли мясом. За то, что забили часть оленей, их посадили, я не знаю там как называется. Они сидели с командиром. А потом приехал один военный командир, который был техник по оленеводству. И их освободили. Оленей в основном поставляли колхозы. Но известно и то, что некоторые везли туда своих личных, и вернее будет даже сказать, родных оленей. Как ни старалось государство, но объединить полностью в колхозы северных людей это не удавалось. И, конечно же, они имели собственные стада, которые шли с ними на фронт тоже. Оленеводы, видя потерю своих оленей, они переживали их как
личное горе. Зимой 1942-43 года на Карельском фронте вовремя не были привезены продукты. Тогда командование принимает решение забить определенное число оленей с тем, чтобы накормить солдат. И солдаты отказываются, говоря о том, что братьев своих они есть, конечно же, не будут. На фронте оленеводы, как им было привычней, чумы не ставили. В целях безопасности жили в палатках. Когда вот первые оленные отряды пришли на Карельский фронт, то было принято решение переодеть всех каюров в военную форму. И каюры настояли, чтобы остаться в своих малицах. На скорости 30-40 километров это действительно очень холодно. И на оленей пытались надеть белые попоны. В 1941-1942 годах это еще не было сделано, но в 1942-1943 годах это было уже практически обязательным, потому что немцы охотились уже, уничтожая оленные батальоны. Родным языком был коми-язык, русского языка практически не знали. Поэтому было принято решение первые батальоны разделить ижемцев к саамам, к немцам, то есть перемешать с тем, чтобы не случилось что-то такого антиполитического. И только после первых операций, когда оказалось, что каюры большие патриоты, настоящие герои, тогда было принято решение воссоединить отряды обратно все. Олень – быстроногое, выносливое животное. Олени упряжки с успехом могут быть использованы для переброски военного снаряжения и бойцов. С помощью оленей бойцы доставляли на фронт боеприпасы и продовольствие, вывозили с боев сражения раненых и убитых солдат, эвакуировали летчиков с линии фронта со сбитых самолетов. Также доставляли военнослужащих на оперативные задания. Оленей использовали повсюду – в разведке, в десанте. В доказательство тому многочисленные воспоминания участников оленелыжного батальона, которые записывал, общаясь с ними, Никон Кондратьевич Хатанзейский. Краевед, журналист, почетный житель Ижемского района, ныне проживающий в Сыктывкаре и сам участник Великой Отечественной. Воевал на Белорусском, Прибалтийском и Дальневосточном фронтах. В Ижме именно он первым заинтересовался историей этого поистину особого подразделения и начал собирать материал. Ездил по району, знакомился с оленеводами, записывал воспоминания, которые, в общем-то, сейчас размещены во многих книгах. В 1975 году я собрал небольшой материал для районной газеты. Подробно начал изучать эту тему в 1976-1977 годах. Часто у меня спрашивают, почему так поздно стали собирать материал на эту тему. Дело в том, что личных подвигов на фронте было много. Все внимание акцентировали на этом. А что в случае оленеводов? Оленеводы и есть оленеводы. Но позже выяснилось, что и они совершили свой военный подвиг. А причиной заинтересованности Никона Хатанзейского стали рассказы о службе его друга, тоже участника оленелыжного батальона, уроженца Кипиева, Чупрова Ивана Ивановича. На Карельском фронте сплошной обороны не было. Были оборонительные пункты, как с нашей стороны, так и со стороны немцев. Один из вражеских пунктов постоянно вел обстрел наших позиций. Было решено избавиться от него с помощью «Катюши». Установили ее на широкие доски. Иван Иванович собрал около 30 оленей в упряжку, и он доставил реактивный миномет до переднего края. За это ему написали благодарность в красноармейскую книжку. Красноармейская книжка, специально благодарность. Как-то Ивану Ивановичу поручили доставить пакет в соседнюю воинскую часть. На обратном пути шли лесом, чтобы не нарваться на вражеские самолеты. В лесу вдруг увидели наш советский подбитый самолет. Летчик уже начал замерзать. Иван Иванович посадил летчика на свои нарты и доставил в медпункт.
После этого случая он еще долго с этим летчиком переписывался. Тот был из Иркутска и всегда звал Чупрова к себе в гости, но он так и не съездил. После войны более 25 лет Иван Чупров являлся бригадиром оленьего стада в Кипиевском колхозе, за что был удостоен медали за трудовое отличие, серебряной и бронзовой медали ВДНХ, а также удостоен звания «Лучший оленевод Коми АССР». Не зря его прозвали академиком тундры. Немцы не сразу обратили внимание на оленные отряды, принимая их за местных оленеводов. Но когда выяснилось, что они активно участвуют в военных действиях, началось прицельное их уничтожение, а также уничтожение ягельных пастбищ. Один из таких случаев вспоминал Канев Злотий Федорович из деревни Бакур Ижемского района, всю жизнь проработавший в оленеводстве. До самой старости, покуда не потерял зрение, он ходил в тундру, вел кочевой образ жизни. А именно Соломея уже писавиштолись моим. Мой отец, старший сын деда, рассказывал мне такой случай. Как-то его оленью упряжку стали расстреливать с вражеского самолета. Мой дед спрятался под нартами. Когда самолеты ушли, он вылез из-под саней и увидел, что все его олени убиты. Сам он чудом спасся. Когда возвращался с войны, в пути встретился с односельчанином, Терентьевым Степаном Мартыновичем. Он тоже участник оленно-лыжного батальона. Тот был без обуви, а мой дед в тыбиках. Дед по-братски поделился с ним обувью. Так и дошли, меняясь обувью от Ираюля до дома. По-братски поделить чем ожидать. Помимо оленеводов-пастухов были мобилизованы речники, судостроители, служащие, колхозники. Канев Павел Андреевич из деревни Гам был охотником-промысловиком. С 17 лет он трудился на лесозаготовках, а на Карельском фронте был телефонистом 12-го оленелыжного батальона. Война выше свомца, только помните, куца война выше своиц. Помню возвращение отца с войны. Мне тогда было 5 лет. Все в округе собрались, встречали со слезами, с радостью. Отец спросил у матери: «Все живы? Отец, мать?» «Все живы», — успокоила она. Вошли в дом. Он усадил меня на колени, вытащил что-то из кармана, попросил открыть рот и засыпал что-то сладкое. Наверное, это был сахар. Сладкого мы тогда еще не знали. Артеев Алексей Иванович, уроженец деревни Варыш, тоже не был оленеводом, но был направлен в Заполярье для комплектования оленетранспортных отрядов. Погиб в другом месте, где продолжил свою службу. У родных Артеева сохранилась похоронка, извещающая о смерти солдата. Не могу сказать точно, служил ли он в военно-лыжном батальоне, так как погиб в другом месте. Знаю, что уходил в декабре с оленями. Мне было тогда 3 года и 8 месяцев. Помню только, что народу пришло много проводить его. Похоронка датирована 17 октябрем 1943 года. Добрый день или вечер, Анна Ивановна. В первых строках своего письма извещаю вас печальной вестью о том, что ваш муж, Артеев Алексей Иванович, геройски погиб в войне с немецким стервецом. Его командир Бабарыкин Владимир Александрович. Бабарыкин Владимир Александрович. Так же свято, как эту похоронку в семье Артеевых, хранят личные вещи, касающиеся той войны, родные Чупрова Максима Егоровича из Бакура. С детства знакомый с тундрой и продолживший свое дело после войны, Максим Егорович оставил тундру, когда ему было уже за 60 лет. То, что осталось как реликвии семейные от Максима Егоровича и от его пребывания на войне, это гвардейский знак. Первая медаль за оборону Заполярья, а вторая медаль должна быть за победу над Германией. Но, к сожалению, видимо, она утрачена. Напоминание о пути, пройденном Максимом Егоровичем, 2 книжки. «Военный билет»
и красноармейская книжка. Удивительно, но здесь мы узнаем о том, даже какого роста был Максим Егорович. Так досконально велся учет во время войны, когда солдат получал и шапку-ушанку, когда он получал и нательное белье, когда он получал все, что было необходимо ему на фронте. На въезде в деревню Бакур стоит большой двухэтажный дом с оленями рогами на крыше. Это дом потомственного оленевода Чупрова Петра Дмитриевича, также участника оленелыжного батальона. Трудовая книжка Петра Дмитриевича полностью расписана. Работал пастухом, а затем более 25 лет возглавлял оленеводческую бригаду. Участник ВДНХ, имеющий многочисленные грамоты за трудовые успехи. Дело отца продолжили дети, внуки. О войне ничего не рассказывал, впрочем, как и большинство участников тех событий. Информацию родственники собирали по крупицам. На войну ушел в 1941 году вместе со своим односельчанином Никитой Иовлевичем Терентьевым. Оба попали на Карельский фронт. Помимо моего деда было много оленеводов. Они собрали более 500 крепких оленей. В августе 1942-го деда ранили. С октября по декабрь он находился в госпитале. Признали его инвалидом и демобилизовали. После возвращения устроился в совхоз и всю жизнь проработал в оленеводстве. Деда я почти не помню, потому что он всегда был в тундре. А когда приезжал к нам, обязательно приносил мне конфеты и называл меня Еджидынькой. До сих пор не знаю почему. Очень часто дедушка встречался с другими оленеводами. Они очень любили играть в карты. В этом доме для оленеводов двери всегда были открыты. По плану Советского Верховного Главнокомандования, войска Карельского фронта должны прорвать оборонительную линию 20-й Лапландской армии немцев на Печенгском направлении. Взаимодействуя с наземными войсками, корабли Северного морского флота должны высадить десант севернее Печенги. До 1944 года ситуация на Карельском фронте оставалась относительно стабильной. Но осенью 1944-го 14-й армии пришлось участвовать в Пицамо-Киркенесской операции, в ходе которой и был взят Пицама, он же Печенга, а враг отступил к городу Киркенес. Была проведена нашими войсками достаточно удачная операция по взятию Пицама. Была морская высадка. Причем оленей погрузили на морские корабли, что само по себе является уже большим подвигом, поскольку это животные, это дикие, свободолюбивые. Их погрузить на корабли было очень большой сложной задачей, с этим справились. Корабли вышли в море, потом началась другая проблема. Они не хотели теперь уже высаживаться с кораблей, поэтому оленеводы прыгали в воду, волокли за собой нарты. Корабли даже накренялись, чтобы оленьи стада просто-напросто вываливались в воду и участвовали в десанте. Но в итоге Пицама был взят. В ноябре 1944 года Карельский фронт расформировали. Война для оленей закончилась. Но боевой путь для ижемцев, равно как и для остальных участников олен-батальона, продолжился. Многие впоследствии служили в других частях. Так как в годы войны оленные транспорты превзошли все ожидания, было решено передавать опыт оленеводства новому поколению. Для этой цели некоторых солдат оставили на сверхсрочную службу. Обучение проходило недалеко от Мурманска. В селе Ижма ныне здравствует ветеран Великой Отечественной Григорий Кириллович Валейский, который как раз проходил такое обучение. И что самое важное, его наставниками в обучении стали ижемцы, участники того самого оленного батальона. Я служил на норвежской границе, и меня командир батальона вызывает. Пришел, доложил, говорит, а сидит второй старший лейтенант сбоку, незнакомый. Командир батальона говорит, вы откуда? Я говорю, с Коми-СССР. А второй говорит, с какого района? Я Ижемского. Бог, нам такие люди нужны. Я говорю, в чем дело? Ты ижемец? Да, ижемец. Ты же оленевод. Да нет, я не оленевод. Как не оленевод? Ты ижемец. Вечером говорят мне, иди продукты получай и езжай. В Мурманск надо ехать. Ижемский был, Ижемский, Арсеев, Егор, помню. Вот он меня взял. И на точку поехали и жили там.
Он меня учил. Я оленей не знаю, у меня все олени одинаковые. Потом-то научился. По известным данным, только в частях 14-й армии с конца 1941 года до весны 1944 оленетранспортными отрядами вывезено с поля боя более 10 тысяч раненых солдат и офицеров. Привезено боеприпасов, продовольствия и грузов более 17 тысяч тонн. Эвакуировано более 160 выведенных из строя самолетов. Кроме того, около 8 тысяч военнослужащих и партизан было переправлено для выполнения боевых заданий. У оленотранспортных батальонов есть очень много названий, но мне очень нравится, что их иногда называют северными танками. Если представить себе обычного оленя, то он на танк совсем не похож. Длиной почти 2 метра, высотой 1,20 м, 1,40 м. Это самый большой олень. Никакой ассоциации нет. А на самом деле олень очень выносливое животное. В нарту, который перевозит олень, может поместиться 400 килограмм груза, например, 5000 патронов или 150 лимонок. За день олень мог пройти от 40 до 80 километров, причем со скоростью 30-40 километров в час. Оказалось, что наши северные олени гораздо более выносливые оленей карельских. И когда Карельский фронт был ликвидирован, а из общего числа оленей осталось чуть более 1000, часть оленей оставили для селекции с тем, чтобы вот создать новый вид, но очень такого уже выносливого нашего северного оленя. Ижемцы помнят и чтят подвиг людей, защищавших нашу родину. 2016 год в районе был объявлен годом оленелыжных батальонов. Еще ранее, в 2014-м, в райцентре появился тот камень, который мы показали в начале этой передачи. На плитах, установленных рядом с ним, имена только 272 человек, которые на данный момент известны. Конечно же, ижемцев, принимавших участие в данных подразделениях, было значительно больше. И сотрудники Ижемского историко-краеведческого музея продолжают собирать информацию. Силами сотрудников того же музея была подготовлена и выпущена книга «Заполярная кавалерия», в которой собрана краткая информация о каждом участнике. На титульном листе книги изображена картина из собрания Национальной галереи Республики Коми. Художник ее – заслуженный деятель искусств Коми АССР Семячков Павел Ильич. Это уроженец Нювчима. Он родился в 19 году, с детства любил рисовать, приехал в Сыктывкар. Сначала работал ретушером при государственном издательстве в Сыктывкаре, а потом в 1939 году он ушел в армию. Он прошел всю войну с 1943 года, с Курска. Он участвовал в боях в Первом Украинском фронте, освобождал Украину, освобождал Польшу, Германию и вот дошел до Дрездена. Сам он о войне сильно не вспоминал, но, видимо, война в нем так сидела. Он создал эту работу, которая называется «На боевое задание», которая никак не связана с его жизненным путем. В 60-е годы, в 50-е годы очень много путешествовал по республике. Он путешествовал по Печоре, он сплавлялся до Нарьян-Мара. И, наверное, вот я думаю, там, в общем-то, он про это узнал, и его эта тема очень заинтересовала. Подвиг воинов-оленеводов заслуживает, чтобы его не предавали забвению. Карельский фронт имел самую большую протяженность среди всех советских фронтов Великой Отечественной войны и единственный имел столь суровые природно-климатические особенности. Это единственный фронт, на одном из участков которого немецкие войска не смогли сломать государственную границу СССР. На параде Победы 1945 года сводному полку Карельского фронта выпала честь идти первым. Парад открывает сводный полк Карельского фронта. Свои знамена они принесли из далекого Заполярья, где среди болот и скал громили врага. С тех пор традиционно на парадах 9 мая знамя Карельского фронта несут первым среди знамен всех фронтов. И в этом также большая заслуга и наших коми-оленеводов – ижемцев, усть-лемов, усть-усинцев.